Открывая встречу, Юнусбек Евкуров отметил, что в Ингушетии борьба с остатками незаконных вооруженных формирований идет успешно. Здесь у нас не только те, которые в бан подполье или там где-то связали себя с экстремистской деятельностью, а вообще все, кто попал в поле зрения органов правопорядка. Каждый с учетом содеянного и раскаяния, есть все условия и положения, как тот или иной заявитель хочет получить снисхождение. Конечно, поэтому все сидящие здесь члены комиссии должны скрупулезно изучать, смотреть, ну и понимать, что мы обсуждаем не что-то такое неосязаемое, а конкретно человека. Вот он и совершил преступление, но оступивший, человек, который хочет раскаяться, если таковые факты имеются. Есть родственники, которые здесь находятся, которые тоже страдают от этого. Ну и особо важно в том числе понимать, что это профилактика. Да, я понимаю, и у нас такая оперативная информация есть, когда те или иные идеологи просят выйти на адаптационную комиссию, получить снисхождение, а дальше продолжать ту же противоправную деятельность или уйти за границу. Такие факты тоже есть, но это такие единичные факты. Мы их пресекаем. Руководитель субъекта отметил, что до заседания они должны скрупулезно рассматривать каждое дело, изучать вопросы и возможности оказания помощи людям. По его словам, важно понимать, что на заседаниях обсуждаются судьбы людей, которые встали на путь осознания ошибки и хотят исправиться. Когда мы говорим по адаптации, мы говорим о чистосердечном раскаянии человека, содеянном. Когда человек говорит, что все не так, тогда уж понятно, что те, в том числе, кто изначально в этом направлении работает, они не верят. Я понимаю, опять же, что есть оступившиеся, не думают ни о родителях, ни о папе, ни о маме, ни о братьях, ни о сестрах, а думают только о себе и о том, кто им задачу ставит. Все мы люди, все мы спотыкаемся, все мы, но, к сожалению, у одних эти спотыкания детскими шалостями обходятся, а у других вот такими трагедиями в чужие семьи, как свою, так и чужую семью. Ну и плюс я прекрасно понимаю, что ни один из родителей здесь сидящих своим детям этого не желали. У нас есть две площадки, где мы можем ходатайствовать о снисхождении. Это во время следственных мероприятий, второе, когда чисто судебный процесс. В ходе встречи было рассмотрено 4 заявления. В частности, речь шла о показании возможного содействия в адаптации к мирной жизни и смягчении наказания с учетом добровольной явки с повинной и чистосердечного раскаяния. В комиссию также обратились лица, в отношении которых суд вынес обвинительный приговор в виде лишения свободы. Эти лица просили комиссию ходатайствовать перед судом о смягчении уголовной ответственности за совершенные ими преступления. У нас прошедшие через адаптационную комиссию, которые получили реальные сроки. Есть же у нас такие люди? Даже есть тот, который получил 14 лет. Если бы он не пришел в адаптационную комиссию, он получил бы 23 года. Или пожизненно. Адаптационная комиссия, она изначально была создана для того, чтобы до того, как люди, которые в розыске находятся, которые еще не пойманы, не сидят уже, чтобы они обратились, и мы их пропускали, если помните, через комиссию. Этот человек сам присутствовал здесь, да? А сейчас, получается, все 4, которые уже попались, я тоже этот вопрос задавал, но мы не можем и не хотим им тоже отказывать. Вот в чем вопрос. Это как раз вот тот случай, когда форс-мажор, как мы говорим. Если вы думаете, что они завтра, вот сегодня мы сейчас здесь дадим команду, отпустили, и вышли они на улице, стоят и приехали домой, они не прекратят этим заниматься, это одно. А я думаю о тех детях, которые благодаря им в том числе остались без отцов, о тех матерях, которые остались там без детей, похоронили их. Вот о чем я думаю.
И все мы должны в первую очередь об этом думать. На заседание были приглашены и выслушаны родители подследственных и осужденных. Обращаясь к ним, Юнус Бекевкуров отметил, что необходимо максимально строго подходить к осуждению своих детей, не находить им оправдания. Адаптация невозможна без искреннего признания и раскаяния. Я не суд и не следствие. Моя задача – помочь тем, кто осознал свою ошибку, подчеркнул лидер субъекта. Про судьбу людей говорим. Не только тех, кто уже сидит или там в розыске находится. Мы говорим про судьбу людей, которых вот сидят, родственников. Это, дай Бог, любому, здесь и там, вон, состояние этих матерей там. Спят они, не спят, едят. Хотя, да, можно сказать, сами виноваты. Не тех воспитали, не так воспитали. Может, так упрекать можно. Но никто не застрахован от этого. Никто не застрахован. Мы с вами в своем обществе видели хороших отцов, хороших родителей, они тоже неплохие. Где дети соскочили и стали на преступный путь. Мы видели великолепную семью, где ребенок стал наркоманом и всю семью на дно потянул. Вот человеческий фактор. Нельзя говорить, что вот мои дети будут хорошие, а все остальные плохие. Не бывает так. Все, с любым можно, с любым может произойти. Ну, жизнь сейчас так уже устроена. На одном телефоне можно уже испортить всю молодежь. Согласно представленным заявлениям, члены комиссии выразили свою точку зрения и по каждому заявлению приняли решение. Хава Султыгова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24.